Нет, второй представитель не будет, да, выступать? Будет? Я прошу вас не повторяться. Уважаемый председатель, уважаемые судьи Конституционного суда, я также в полном объеме поддерживаю озвученную предыдущим выступающим позицию Генеральной прокуратуры. В добавление к сказанному хотелось бы обратить внимание судей Конституционного суда на следующие моменты. В своем выступлении адвокат Айтукулов обращает внимание на нарушение прав осужденного Бакиева, выраженные в ограничении его прав в период проведения следствия при вынесении в отношении него заочного обвинения и направлении дела в суд. Но в чем были нарушены права Бакиева? Ведь ему на тот момент, как президенту Кыргызской республики, гаранту Конституции, безусловно, было известно, что Конституция гарантировала каждому судебную защиту его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская республика, общепризнанными принципами и нормами международного права, что каждое право защищать свои права, свободы, а также обеспечивать восстановленные нарушенных прав всеми доступными способами, не запрещенным законом. Несмотря на это, понимая неизбежность ответственности за совершенные ими преступные, особо тяжкие деяния, Бакиев предпочел скрыться от органов следствия и суда на территории иностранного государства. Органами прокуратуры было известно местонахождение Бакиева и предпринимались неоднократные попытки в его экстрадиции на территорию Кыргызской республики или приведению в исполнение приговора по месту его нахождения, но в этом было отказано. В этой Есть связи... официальный отказ, да? Да. Официальный отказ, да? Да. В этой связи нельзя согласиться с тем, что Бакиев не владел ситуацией, проводимой в отношении его следствия и последующем судебном разбирательстве. К тому же на данных стадиях уголовного судопроизводства его интересы представлял адвокат. Причины, по которым Бакиеву было предъявлено заочное обвинение, а уголовные дела направлены в суд, были обусловлены обязанности государства в реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности, обязанностью охранять и защищать права и законные интересы лиц, потерпевших от преступления, обеспечить им доступ к правосудию и компенсации причиненного преступлением ущерба, что также было подтверждено решением Конституционного суда от 11 мая 2016 года. В этой связи прошу Конституционный суд Кыргызской республики отказать в признании вышеотмеченных статей Уголовного процессуального кодекса, противоречащих Конституции Кыргызской республики. В заключение я хотел бы ответить на вопрос, насколько мне память не изменяет. На сегодняшний день по пункту 1 статьи 246 УПК приостановлено более 3,5 тысячи уголовных дел, а направлено в суд где-то 4 дела в отношении 7 или 8 лиц. Есть те дела, которые заочно предъявлены, есть судебное решение, которое на сегодняшний момент вступило в законную силу. Я могу одно дело точно сказать, это по делу Шадиева, который на сегодняшний день есть приговор суда, который вступил в законную силу.